Миллионы дам принимают сегодня поздравления. В Международный женский день в ДК Назрани прошел праздничный концерт. Лошади-лекари. Лечение ипотерапии детей с диагнозом ДЦП применяется в Ингушетии. Расскажем, как прошел сеанс для воспитанников коррекционной школы. Более 250 юниоров в 5 возрастных категориях приняли участие в первенстве республики по смешанным боевым единоборствам. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. День, когда в душе весна, на лице улыбка, а в руках цветы. Сегодня 8 марта. Праздник для прекрасной половины человечества. Поздравления принимают миллионы женщин. Они воспитывают детей, поддерживают домашний очаг и трудятся наравне с мужчинами. А некоторым ингушским женщинам удалось золотыми буквами вписать свои имена в героическую летопись. Всем представительницам прекрасной половины в регионе посвящают теплые поздравления, акции, ярмарки и выставки. А в Назрани на большом праздничном концерте со сцены ДК дам поздравляли звезды ингушской эстрады. Репортаж Жаредат Халухоевой. Зажигательная музыка, световые эффекты, громкие аплодисменты зрителей и приподнятое настроение. Атмосфера поистине чарующего праздника чувствуется в каждом уголке Дома культуры Назрани. В адрес прекрасной половины человечества сыпятся разные комплименты в поздравлениях, танцах и песнях. Каждое выступление – новые эмоции. Организаторы праздника постарались, чтобы каждая женщина почувствовала себя сегодня особенной. Слова уважения звучат сегодня и в адрес женщин, которых нет с нами. Тех, кто навсегда остались в истории Ингушетии как эталон героизма. Это Ясьят Тутаева, Марема Рабханова, Ляля Ужахова, Хава Куркиева, Лейла Албагачиева и многие другие славные дочери республики. Фирюза Аздоева, ученый-лингвист, первый профессор среди женщин Ингушетии и на Кавказе, посвятившая всю свою жизнь развитию ингушского языка и литературы. Таких имен можно перечислять без устали. Их много и в наше время. Тех, кто на личном примере показывает, женщина не только хранительница домашнего очага, но и успешный врач, политик или учитель. Именно для них, таких хрупких, но в то же время сильных дам, посвящается и следующая композиция. Красота и мудрость женщины побуждают сильную половину человечества на благородные поступки. И с этим утверждением мужчины охотно соглашаются и радуются празднику не меньше самих виновниц торжества. Ведь сегодня еще один повод порадовать прекрасных дам. В семье большинство женщин, и я понимаю, насколько они важны. Хочу им это выразить. Хочу выразить всем женщинам, насколько они нужны нам. Хочу пожелать всем женщинам на этот праздник, чтобы у них было побольше просто счастья. От всей души хочу поздравить с Международным женским днем 8 марта всех женщин и в нашей республике, и вообще за пределами республики, всех мам, сестер, дочерей, бабушек, без исключения всех. Желаю вам всем счастья, успехов, удачи, и чтобы у вас все мечты и желания сбылись. А в холле Дворца культуры развернулась праздничная выставка. Все экспонаты так или иначе связаны с представительницами прекрасного пола. Не только тематикой, но и тем, что сделано они заботливыми женскими руками. Будь то цветок на холсте или традиционные ингушские наряды. Последние, как признаются организаторы, привлекли к себе повышенное внимание молодых девушек. Наши женщины, можно сказать, на какое-то мгновение порадовали глаз свой, интересовались костюмами, картинами. Вот. И в этот замечательный весенний праздник, конечно, хотелось бы поздравить всех наших женщин с этим замечательным праздником, пожелать им чистого голубого неба над головой, здоровья, чтобы всегда они были такие красивые и обаятельные. В этот весенний праздник атмосфера в Доме культуры так и веет теплом. Цветы, море улыбок, лучшие музыкальные композиции. Все в этот день для них, прекрасных женщин, матерей, сестер и бабушек.
Теплые слова в адрес дорогих женщин адресовал и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «Весна солнечная, теплая, цветущая и переменчивая, как женское настроение. А настоящая женщина, как весна, многогранная и непредсказуемая. Умеет быть сильной в своей слабости, смеяться сквозь слезы и преодолевать невероятные преграды. Такая она женщина, бабушка, мама, сестра, жена и дочка. И это бесценно. С праздником». Конец цитаты. К другим темам. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за уничтожение или повреждение памятников, стел и других сооружений, посвященных защитникам Отечества. Так, законопроектом предлагается наказывать штрафом до 3 миллионов рублей или лишением свободы до 3 лет, а вандалам, действовавшим в группе, в случае принятия документа, может грозить до 5 лет тюрьмы. Ипотерапия – чудо или возможность выздороветь. Лечение детей с диагнозом ДЦП таким методом широко применяется во всем мире. Конные прогулки благотворно влияют на физическое самочувствие и улучшают эмоциональное состояние. Практика прижилась и в Ингушетии. Занятия по ипотерапии для детей Центра непрерывного образования провели сотрудники клуба «Наследие». Как прошел сеанс, расскажет наш корреспондент. Дети ждут не дождутся своей очереди. Их приводит в восторг один только вид этих грациозных и добрых животных. От предвкушения оседлать коня эмоции заставляют их непрерывно смеяться и прыгать. Клуб «Наследие» прискакал с бесплатным спортивным аттракционом, чтобы порадовать ребятишек Центра реабилитации. Верхом на быстрой породистой лошади под пристальным вниманием опытного тренера Ахмед Миржоев на коне впервые получает уйму положительных эмоций. Но даже не догадывается, насколько занятия по ипотерапии помогут в будущем его здоровью. Ахмед уже 2 года учится в Центре непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями. Диагноз – небольшие проблемы в интеллектуальном развитии. После первого же заезда он начал задумываться о планах на будущее. Поскольку движения мышц лошади подобны движениям человека при ходьбе, то и во время верховой езды в работу больного аутизмом или ДЦП включаются именно те мышцы, которые обычно в остальное время находятся в бездействии. Чтобы не упасть, всадник начинает работать над равновесием, координацией, растягивает в процессе езды некоторые мышцы, ну и, конечно, тренирует силу и ловкость. Сейчас мы уже проговорили вопросы совместного проведения каких-то мероприятий, заключения уже официально соглашения о взаимодействии, о сотрудничестве. И на постоянной основе конно-спортивный клуб «Наследие» решил организовать для нас такую работу, для наших детей, по проведению занятий по ипотерапии с нашими детьми. Ипотерапия крайне необходима для реабилитации детей с ограниченными возможностями. О ее плюсах можно говорить бесконечно. Благодаря этим фактам руководство спортивного клуба «Наследие» изъявило желание сотрудничать с Центром непрерывного образования. Сегодня был первый пробный показ. Мы будем привозить лошадей именно. В определенное время будут составляться списки детей, коррекционных детей, которые именно нуждаются в лечении ипотерапии. Есть у нас свой сотрудник специализированный. К сожалению, на данный момент он находится на курсах повышения квалификации. В дальнейшем он будет присутствовать на таких мероприятиях обязательно. Кроме верховой езды, Минспорт также организовал игру. Федерация по стрельбе из лука привезла с собой 2 единицы профессионального оружия и столько же мишеней. Мероприятие не оставило равнодушным детей школы, и это заметно невооруженным глазом. Восторженный смех и крики ребят распространялись по всему спортивному полю. Воспитателей затронула атмосфера сегодняшнего дня. Конечно, хотелось бы, чтобы почаще были вот такие вот мероприятия, потому что это, во-первых, полезно для детей, так как мы знаем, что это особенные дети для их здоровья. И получат, во-вторых, море эмоций получат дети. И нам, как воспитателям, тоже очень приятно смотреть на своих воспитанников, как они радуются. Ну, хорошо, но здесь лошади красивые были. Ну, мне понравилось только лошади и все. Занятия по ипотерапии на базе конно-спортивной школы проводятся индивидуально. С каждым ребенком аутизм, детский церебральный паралич, инсульт и многое другое. Показаний для лечебной верховой езды масса. К тому же метод реабилитации посредством верховой езды уже не раз доказывал свою эффективность. Всего в центре обучается более 500 детей и уже составляется план по графику занятий.
В рамках вот этого нашего соглашения будем все эти аспекты как бы обсуждать, решать эти вопросы. И я думаю, что мы постараемся, если все-таки будет у них такая возможность, сделать так, чтобы это было почаще, хотя бы в неделю, 2 дня или день, хотя бы, чтобы эти занятия были с нашими детьми. Конно-спортивный клуб «Наследие», кроме своих лошадей, также привез денежную помощь для закупки необходимых лечебных препаратов для детей. Общественная организация в скором времени обустроит в центре свою конюшню, и занятия будут намного доступнее. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Может ли наркоман вылечиться навсегда или наркомания неизлечима? Актуальный вопрос был главным на встрече молодежи региона. Сотрудники ОФСИН по Ингушетии и Комитета по делам молодежи напомнили о пагубности пристрастий и силе духа тех, кто сумел справиться. Участники встречи, приглашенные на беседу, знают о вреде наркотиков не понаслышке, но они сумели вернуть свою жизнь в лучшее русло. Как сказать наркотикам «нет» навсегда, откровенные истории бывших наркоманов и меры наказания в сюжете Хавы Гагиевой. Наркозависимость – это болезнь, которая сметает все на своем пути. Для нее не важно, какие планы на будущее строил молодой человек. Только в Ингушетии в наркологическом центре на учете стоят около 1500 человек. В последнее время это стало опасностью, которую нельзя игнорировать. В стороне не остаются ни власть, ни врачи, ни общественные организации. Комитет по делам молодежи в режиме анонимности провел встречу с теми, кто знает о проблеме лично. Хоть кто-то, если захочет с нами какое-то взаимодействие делать, мы только за. Именно с этой целью Эта встреча для некоторых может стать поводом вступить в новую жизнь и убедиться, что путь к выздоровлению не миф, а реальность. Помимо проблем наркомании, тут также обсуждались вопросы трудоустройства и взаимопомощи. Основной посыл мероприятия – нельзя опускать руки и отказываться что-либо делать ради своего собственного спасения. Помочь им в реализации себя, потому что мы знаем, что у каждого человека у него есть какое-то видение, у него есть какие-то желания, у него есть какие-то направления, в которых он хотел бы развиваться и двигаться, но у него не всегда есть, может быть, возможность, либо ему мешает окружение, еще какие-то факторы. Вот мы хотим помочь таким людям, мы хотим создать для них эти возможности, чтобы они могли себя реализовывать. Мы хотим помочь им адаптироваться в обществе, для того, чтобы они стали полноценными членами нашего общества и приносили пользу и себе, и своей семье. Разные судьбы и истории, объединенные одной проблемой. Однажды, вступив на дорогу наркомании из любопытства, многие доходят до глубокой зависимости, признается Аслан. Это его первое откровение. Парень рассказывает, что собирался поступить в университет, устроиться на работу и радовать своих родителей успехами в жизни. Но все получилось совсем не так. Первый раз я попробовал наркотики несколько лет назад. Мы с друзьями прибегали к ним и не раз, потому что нам казалось, что это хорошая возможность расслабиться, забыться. Но когда потом оглядываешься, понимаешь, что от этого только одни проблемы. Денег постоянно не бывает, проблемы с законом сразу же почти начинаются. Поэтому благодаря религии и родственникам, помощи родственникам я смог оставить это. И теперь вот живу обычной жизнью, как здоровый человек. По статистике, 50% наркоманов погибают спустя полгода после регулярного употребления, 13% доживают до 30 лет и лишь 1% до 40. Саид Калуев – инициатор акции «Кайф по-трезвому», название которой уже говорит за себя. Парень буквально дословно разъясняет, что такое наркомания, причина наркозависимости и какова реальная цена за мнимое удовольствие. Там есть определенный момент, где мы в соотношении выявили, в чем они себя оправдывают и в чем они находят себе объяснение. Кто-то хочет просто попробовать, но наркотики – это такая вещь, которую просто попробовать не получается. Есть, опять-таки, определенный процент наркоманов, которые встали на эту пагубную дорогу посредством социальных проблем, проблем в семье, не трудоустроенные, не обучающиеся. В общем, вот такой вот несколько позиций, по которым люди встают на этот путь. Но в любом случае определяющий выбор за собой оставляет человек. В любом положении человек может сказать «нет» наркотикам. Организаторы мероприятия надеются, что эта встреча пройдет не бесследно, а слова, сказанные искренне, сумеют предостеречь многих от употребления наркотических препаратов. Хава Гагиева, Майрбек Мержоев, Новости 24.
Более 180 аварий зафиксировано на дорогах республики за прошедший год, в результате которых погибли 58 человек и 303 получили травмы. С такой печальной статистикой Ингушетия заняла второе место по количеству ДТП на юге России, уступая лишь Чеченской республике. Кадры с мест аварий регулярно пополняют ленты социальных сетей. Сотрудники МВД проводят профилактические рейды и беседы не только с водителями, но и пешеходами, в том числе и в учебных заведениях. О пропаганде правил дорожного движения сюжет Идриса Ижиева. В зале образовательного учреждения собрали студентов, будущих и нынешних водителей. Им приводят примеры последствий несоблюдения ПДД, объясняют, для чего они нужны и что будет, если мы откажемся от них. Самый свежий пример – наезд на пешехода по улице Южная 19 февраля. На кадрах видно, как женщина, пропуская два автомобиля, спешно переходит дорогу. В следующую секунду ее сбивает ВАЗ-2110 на высокой скорости. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее звали Ася Гудантова. ДТП было совершено водителем, который не имел при себе права управления, превысил установленную скорость движения и выехал на встречную полосу. В отношении водителя на сегодняшний день возбуждено уголовное дело и ведется служебная проверка. Спешка и игнорирование ПДД привела водителя к серьезным последствиям. Ася Гудантова была сотрудницей данного колледжа. Как признается замдиректора, студенты уважали и любили этого доброго человека. Работала она вахтершей. Этот удар был не только для коллектива. Очень многие студенты плакали, мы видели слезы на глазах студентов, потому что настолько она была добрая женщина, настолько она с добром могла дать совет какой-то, или у нас спрашивала. Отзывчивый, широкой души человек. Эти кадры с награждения, где Ася была в восторге от полученной грамоты. Это еще один горький пример того, как неосторожность и безответственность одних может стать причиной боли и горя для других. В рейтинге смертности ДТП в регионах Юга за 2019 год Ингушетия занимает второе место после Чеченской республики. На 1000 пострадавших приходится 160 погибших. Мы должны быть внимательны, мы должны быть... это преемственность поколений. Старшие люди, водители и так далее, граждане передают свои знания и навыкам подрастающему поколению. Руководство колледжа тесно сотрудничает с представителями МВД. Для своих студентов открыли даже собственную автошколу, где можно пройти обучение на любую водительскую категорию. Республика Ингушетия славится обилием водителей, за деньги купивших права на вождение автотранспортным средством. Здесь же такой подход не прокатит. Даже если мы хотим, это у нас не получится, потому что мы согласно принимаем по приказу, внутренним приказам, да, и согласованно с ГАИ наблюдательное дело у нас имеется. И в течение 3 месяцев, да, согласно с приказом, как мы приняли, мы отдаем наблюдательное дело ГИБДД. А тут в этот список записать никак невозможно. Подобные мероприятия должны на порядок снизить уровень дорожных происшествий с участием водителей, не имеющих прав на вождение. Улучшить гнетущую статистику дорожно-транспортных происшествий можно собственным положительным примером. Не стоит забывать, что безопасность дорожного движения зависит от каждого его участника, и такие лекции будут проводиться до тех пор, пока все не возьмут эту установку за основу. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24. А теперь новости спорта. Первенство республики по смешанным боевым единоборствам ММА состоялось в Назране в Центре олимпийской подготовки. Это отборочные соревнования. Победители будут представлять честь республики на всероссийских турнирах. Звание лучшего файтера региона оспаривали более 250 юниоров в 5 возрастных категориях. Слово Харону Аздоеву. Целое поколение бойцов смешанного стиля собралось на открытом турнире по ММА для того, чтобы оспорить право сильнейшего и получить заветную путевку на первенство России. Однодневный марафон смешанных боевых единоборств стартовал в рамках отбора на участие в первенстве страны. Свыше 200 бойцов от 10 до 20 лет вышли на арену Центра олимпийской подготовки, где и проходили состязания. Первыми в борьбу за лидерство самой легкой весовой категории турнира вступили спортсмены 10 и 11 лет. Один из таких, Ибрагим Цуров, представляющий бойцовский клуб «Инфайтер», выходит на поединок с твердым намерением показать все, что наработано в рамках тренировочного сезона. У меня лучше получается бой стойки, поэтому я выбрал эту технику. Я пришел сюда за победой, а опыт, который я здесь получу, мне пригодится дальше. Среди других единоборств ММА ценят за разнообразие. Здесь и ударная техника, и борьба, и различные зрелищные приемы.
практически без ограничений. В связи со сложившейся ситуацией Федерация ММА Республики не удавалось организовать турнир регионального масштаба. Но поэтапно, устраняя существующие преграды, Президиум смешанных единоборств Ингушетии уверенно идет к намеченной цели. Турнир планировали задолго. Хотели сделать такой масштабный турнир, потому что у нас по ММА такого масштабного давно не было турнира союзовского, потому что были кое-какие вопросы недорешенные. Сейчас мы все уже наладили, работа идет полным ходом. Вот, турниры уже будет проводиться все чаще. Официальные региональные состязания – это главный шанс завоевать путевку на чемпионаты первенства страны. Выступить там смогут только лучшие бойцы. Почетный гость соревнований – ингушский боец ММА Абубакар Нестоев, известный своим выступлением в М1 Челлендж. По мнению действующего бойца, именно на таких турнирах зарождаются будущие звезды большого спорта. И с высоты своего профессионального опыта прославленный спортсмен дает слова напутствия новому поколению бойцов. Посоветовал побольше уделять внимание именно любительской карьере, чтобы они чаще выступали, не пропускали вот такие турниры, потому что это хорошая база, хороший опыт для предстоящих дальнейших боев. ММА у нас очень хорошо развивается, что молодежь заинтересована в этом виде спорта, и что тренера тоже подготавливают хорошую смену. Поединки одновременно проходят на двух коврах, где противостоят друг другу как новички ММА, так и опытные бойцы. Один из таких юных дарований – Тамерлан Зауров. Ему 16. Это, можно сказать, самый пиковый возраст, когда спортсмен набирает форму и опыт. Потому что не за горами его 18-летие, когда он сможет выполнить норматив мастера спорта и показывать всевозможные результаты на международной арене. У Тамерлана было совсем мало времени для восстановления после своих крайних соревнований. Но бойцовский дух не позволил пропустить отбор на Россию. Мы ездили на первенство СКФО в город Избербаш. Там я провел один бой и занял второе место. Это был турнир по кикбоксингу. Там я немного получил опыт и немножко подтянул свою стойку. У меня было мало времени на восстановление, но я пришел сюда делать результат, пока у меня есть время. Важность подобных соревнований в том, что ребята делятся друг с другом опытом. Кто-то проигрывает и находит мотивацию, другие выигрывают и идут дальше. Физические данные у всех примерно на одном уровне, а вот настоящим чемпионом становится лишь тот, у кого крепче дух. Но при этом необходимо очень сильно потрудиться, чтобы достичь заветного звания лучшего. Трудолюбие – это очень важно для спортсмена, потому что если человек не проявляет упорство в зале, если человек не относится серьезно к тренировочному процессу, не отдает себя полностью в зале, то если у него есть талант, то это за счет этого человек далеко не сможет достичь высоких результатов. Хотя талант в какой-то степени тоже имеет значение. Если человек талантлив, еще проявляет упорство в тренировке, тогда это вообще ему это поможет очень сильно. Имена всех победителей и призеров будут размещены на официальном сайте Федерации ММА Республики. А нам остается ждать старта первенства России, где наши юные бойцы будут отстаивать честь своего региона и своих клубов. А в случае победы там у лучших спортсменов появится шанс отобраться на первенство Европы и мира. Рон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. 4 призовых места в 2 весовых категориях завоевали ингушские спортсмены на соревнованиях в Астрахани. Там проходило открытое первенство по гимнастике. Сотни спортсменов из 3 субъектов оспаривали пальму первенства в нескольких видах упражнений. Участвовали как опытные, так и начинающие гимнасты. Подробности в сюжете. 6 видов упражнений, более 100 участников, 3 региона и одна цель – победа. Открытое первенство Астрахани по гимнастике собрало опытных спортсменов и новичков на своей площадке. Для кого-то оно является стартом для карьерного роста, а для других – отличной возможностью оценить свои силы. Ингушская команда из 5 человек тоже не осталась в стороне. 5 представителей республики привезли с собой 2 золотые медали и 2 серебряные. Юные спортсмены Ингушетии выступали только в 2 возрастных категориях. Это 1-й и 2-й юношеские разряды. Одна возрастная категория состояла из участников 2011-2012 годов рождения, вторая – 2012 и 2013 годов рождения. Одним из победителей соревнований стал Абдул Малик Астемиров. 8-летний мальчик занимается гимнастикой уже 4 года, имеет в копилке медали за предыдущие состязания. На открытом первенстве его таблица была заполнена 8 соперниками.
соперниками. Общий зачет баллов составил 56,3 из 60 возможных, а самую высокую оценку он получил в дисциплине на брусьях – 9,7 очков. Иногда у меня не получались другие снаряды, например, кольца у меня не очень получились они на соревнованиях, но все равно я смог это сделать и получил первое место. Соревнования проходили по принципу корзинки. Участники возрастной группы набирали баллы в каждой из дисциплин. Всего их было 6. Конь, махи, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина и вольные упражнения. Гимнаст корзины должен был набрать максимальный балл в каждом упражнении, после чего победа доставалась набравшему наивысшую сумму баллов. Для победы спортсмену необходимо иметь хорошие навыки в каждой дисциплине. Превозмогать усталость и боль ребята учатся с первых минут на тренировках. Порой приходится выполнять один и тот же элемент несколько раз, доводя его до эталонного. Гимнастика не только физический вид спорта, но и умственный. Спортсмен может знать все упражнения на зубок, отлично их выполнять в родном зале, но на выезде не суметь противостоять соперникам или даже собственным нервам. Тренер команды Илья Абрамов учитывает все аспекты, чтобы его подопечные показывали высокие результаты. Так скажем, мы сразу на все соревнования не бросаемся, мы сначала стараемся хорошенько подготовиться, чтобы ребята и чувствовали себя уверенно на снарядах. Значит, по каждому разряду, в который мы заявляли спортсменов, мы заняли первое и второе место, а также те ребята, кто у нас в призы не попали, выполнили свои квалификационные разряды. Кто-то повысил, кто-то подтвердил. Спортивная гимнастика в Ингушетии зародилась совсем недавно, и поэтому молодые спортсмены только начинают свой путь в этом виде спорта. Многих спортсменов родители отправляют совсем юными, когда тело только на стадии формирования. Они более гибкие и выносливые, а мотивируют их на высокие достижения и выносливость супергерои из любимых комиксов. Даже в зале гимнастов для вдохновения нарисован любимый всеми детьми персонаж из мультфильма «Кунг-фу панда». Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.